Якутия, доброе утро! Встречайте новый день, вторник, 7 апреля, вместе с нами на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Сегодня мы, как всегда, приготовили вам огромную порцию хорошего настроения, хороших новостей на предстоящие 56 минут. Далее у нас погода, узнаем, что ожидает нас за окном сегодня. Сегодня в центральных районах днем ожидается от -1 до +2 градусов. В Заречной группе от 0 до +1, в южных +2, +3. В Вилюйской группе +1, +4, в Нижнеленских до -3 градусов. В западных -1, +3, в Колымо-Индигирских -3, -15. В Янских от -5 до -12, на северо-западе -3, -17 градусов. На 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 20 градусов мороза, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер восточный 1,4 метра в секунду. Температура воздуха днем в столице составит -1, +1 градус. В столице Северной Ирландии, в Белфасте, прошло необычное шоу, которое заставило зрителей замереть. В небо поднялись около 1000 светящихся дронов, которые сложились в точную копию «Титаника». Киберперформанс приурочили к 114-летию со дня отплытия легендарного лайнера из местной верфи. Напомню, именно в Белфасте строили «Титаник». Дроны не только воссоздали силуэт корабля, но и показали другие сцены из истории лайнера, превратив ночное небо в огромный экран. Это зрелище уже назвали одним из самых масштабных световых шоу в истории города. Действительно завораживающее и очень эффектное шоу-представление. Ну а с другими главными новостями нашей республики и ее пределов расскажут мои коллеги из информационной службы. Им слово. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. В Якутии прогнозируют затяжной пожароопасный сезон, который продлится до октября из-за климатических изменений. Для борьбы с лесными пожарами в республике успешно используют метод искусственного вызывания осадков. Он увеличил объем дождей на 62%, что позволило минимизировать ущерб и существенно сократить расходы по сравнению с затратами на тушение. Оценку рисков уже направили в регионы и профильные ведомства. По словам экспертов, с апреля по сентябрь число дней с высоким и чрезвычайным классом пожарной опасности ожидается в Южном федеральном округе, на юге Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского округов, на севере Северо-Кавказского округа, а также в Забайкалье и Якутии. Весна вступила в свои права. На деревьях в Якутске до сих пор держится осенняя листва. Ученые объясняют это теплой осенью. Растения просто не успели сбросить листья в привычные сроки. При этом на рост новых побегов это не повлияет. Несмотря на погодные аномалии прошлого года, деревья прошли привычные циклы развития. Внимательные горожане заметят, что на ветках появились свежие почки. Это значит, что совсем скоро столичные улицы оденутся в зеленую листву. При наступлении морозной погоды они все погибли, да, они уже погибшими вошли. Сами они, эти листья, уже перегнали то, что нужно, питательные вещества, которые нужны для зимостойкости растений, они были уже перекачаны в течение сентября и первой половине октября. Эти листья, они опадут, и они не будут мешать распусканию почек.
В Якутии продолжается работа по предоставлению адресной помощи участникам СВО и членам их семей. В первую очередь это предоставление материальной помощи на газификацию жилых домов и санаторно-курортного лечения, на компенсацию стоимости профессионального обучения и на получение социальных услуг. Данная помощь была оказана свыше 7 тысячам человек. Также в центрах занятости населения военнослужащие и их семьи получают помощь в трудоустройстве. За прошедший период трудоустроено 808 человек, 257 направлены на получение образования. Полет за 9 тысяч. «Аврора» продает билеты на летние рейсы из Мирного в Хабаровск. Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на летние рейсы из Мирного в Хабаровск и обратно. Полеты будут выполняться раз в неделю по четвергам в июне, июле и августе. Билет с багажом на одного пассажира стоит 9240 рублей. Эти рейсы запускают каждый год. Для жителей Мирнинского района Хабаровск становится пересадочным узлом. Оттуда открываются возможности для путешествий по всему Дальнему Востоку, включая Владивосток и Сахалин. Туда из Хабаровска летают прямые рейсы стоимостью до 11 тысяч рублей. В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов за чрезмерный шум от транспорта с 500 до 2500 рублей. Инициатива, предложенная депутатами Забайкальского края, направлена на борьбу с водителями, использующими модифицированные выхлопные системы или громкую музыку, чтобы обеспечить право граждан на тишину и комфортную городскую среду. Принятие закона позволит снизить уровень шумового загрязнения, сократить число нарушений и повысить комфорт проживания в городах и населенных пунктах. Китай планирует продлить безвизовый режим для россиян еще на год, до сентября 2027 года. Текущие правила позволяют гражданам России находиться в Китае до 30 дней по загранпаспорту. В МИД России отметили успешный опыт взаимных поездок, а посол Китая в Москве выступил за то, чтобы в будущем сделать такой режим бессрочным. Дипломат обратил внимание, что без виз предоставил обеим странам много удобных условий, и это полезно для народов. Доброе утро! Будильник, сонный взгляд в зеркало и вечный вопрос: что съесть, чтобы хватило сил до обеда? Думаю, многим знакомо такое состояние. Исследования показывают, люди, которые регулярно завтракают, имеют более стабильный уровень сахара в крови, лучше концентрируются и реже страдают от перепадов настроения. Пропустить завтрак все равно, что выехать на машине с пустым баком. И сегодня мы покажем вам рецепт, который реально приготовить утром, даже если вы спите до последнего. Доброе утро! Сегодня мы с вами приготовим здоровый завтрак. Завтрак, как вы знаете, это основа нашего дня. И главная цель завтрака – это насытить наш мозг, запустить наши обменные процессы и насытить нас на как минимум на 3-4 часа. Сегодня мы приготовим кукурузную лепешку с начинкой из овощей, яиц и творожного сыра. Для этого нам понадобится кукурузная мука. Я ее уже с ночи замочила. С утра обязательно ее нужно будет отжать от воды, от влаги лишней. 3 яйца, сливочный сыр, твердый сыр и любая зелень у нас будет айсберг. Мы добавляем к нашей крупе яйцо. Для завтрака важно соблюсти баланс белков, жиров и сложных углеводов, поэтому кукуруза у нас будет источником углеводов и в том числе пищевых волокон, это клетчатка. Таким образом мы сможем добрать в течение дня овощами нашу клетчатку и крупой кукурузы. Добавляем щепотку соли. Получилась такая масса. Сейчас мы уже поставили сковородку. Она у нас нагревается, и без масла мы испечем наши лепешки. Толщина лепешки у нас должна быть примерно 5-7 миллиметров, чтобы она могла пропечься. Вот она уже снизу схватилась, он катается. Сейчас мы накроем крышкой. Для начинки мы натерем наш сыр твердый. Сыр – это у нас источник жиров. В завтрак у нас обязательно должны быть белки и жиры. Ну и вот, как я уже сказала, сложные углеводы. Разрежем нашу лепешечку пополам, и уже можно мазать
творожным сыром. Творожный сыр, либо любой другой продукт молочный, можно добавить йогурт натуральный, творожок. Для сочности мы также добавим огурец. Сейчас мы будем готовить нашу яичницу. Можно вместо растительного масла использовать сливочное, буквально немного. Теперь давайте соберем нашу лепешку. Выложим айсберг, листья. Можно добавить огурца. Внутри мы положим наши яйца. Сбалансированный завтрак наш готов. Приятного аппетита! Нормально. Ну и приятного аппетита всем, кто завтракает. А теперь поговорим о том, как правильно выстроить свою жизнь и почему без активности не может быть долголетия. На связи с нашей студией мой коллега Павел Танин, который сейчас находится в храме, если можно так выразиться, здорового образа жизни в спортивном зале. Но там он не один, а с тем, кто своим примером показывает, что цифра в паспорте всего лишь цифра, и желание и стремление быть здоровым от нее не зависит. Паша, как слышно? Тебе слово. Катя, доброе утро, дорогие наши телезрители. Ну, действительно, мы много раз слышали в жизни фразу, что возраст – это всего лишь цифра в паспорте. И, в принципе, множество доказательств этому существует в мире. И одно из этих доказательств сегодня мы вам продемонстрируем, точнее, не доказательство, а человека, который доказывает, что все, что ты хочешь делать, зависит только от тебя. Ты хочешь быть активным, будь, пожалуйста, активным. Рядом со мной Руслан Николаевич Иванов. Человек уникальный, потому что, насколько мы знаем, Руслан Николаевич умеет отжиматься, но как бы отжиматься мы все умеет отжиматься на пальцах, причем немножко даже уже показывал, просто вот на этих двух. Мне такое, допустим, делать страшно, а я понимаю, что я и моложе Руслана Николаевича. Опять очередное доказательство, что все у нас в голове, и возраст – это только цифра. Тем не менее, Руслан Николаевич, доброе утро. Доброе. Спасибо, что решили сегодня поделиться секретами, может быть, активного долголетия. И в первую очередь хочется спросить про спорт в вашей жизни. Сразу видно по вам, что вы достаточно спортивный, подтянутый и, в принципе, активный мужчина. И насколько спорт в этом смысле сыграл важную роль в вашей жизни, и как давно вы спортом занимаетесь, как в него пришли? Ну, можно сказать, что я начинал вот эту зарядку, назвал я зарядкой, потом тренировкой. Сегодня это стиль моей жизни. Поэтому, а когда начинал, тогда было у меня 54. И один раз я посмотрел в журнале «Огонек», что какая-то страна захотела, что в 2000 году средний возраст 100 лет. Почему я, отдельно взятый якут, да, почему не должен жить до 100 лет? Поэтому я поставил эту задачу, потом прошел себе тест и хотел отжиматься, 3 раза еле-еле отжался. Так? И поэтому подумал, надо заниматься. С тех пор я начинал с маленького, потом тренировки. Сегодня я в течение часа каждое утро занимаюсь, и у меня свой индивидуальный комплекс упражнений. Собрал, у меня очень хорошая библиотека, и тогда еще интернета не было. И вот такой у меня комплекс, и это каждый день я занимаюсь, каждый божий день. Я думаю, это для себя, для меня. И на работу я хожу пешком. Каждый день я 5-6 километров прохожу пешком. Поэтому это все дает мне тонус, радость. И я в позитиве всегда нахожусь. Я думаю, очень было, помог мне, помогли вот эти тренировки. Ну вот и важную деталь я могу сейчас отметить, то, что вы сказали, интернета не было, да, есть библиотека, вы собирали информацию, то есть
как бы активность, она не только про физическую нагрузку, она в том числе и про интеллектуальную нагрузку, я думаю, это стоит отметить. Тем не менее, тренировки и активность физическая – это одна из базовых вещей. Рядом с ней стоит и, в принципе, понятие здорового образа жизни и питания в том числе. Есть ли у вас какие-то свои нюансы, секреты именно по питанию, может быть, или в этом плане вы там, ни в чем себя не ограничиваете, что называется? Ну да, нет, по питанию у меня всегда режим, так, и по питанию в целом, и я вот в 6:45 встаю и занимаюсь в течение часа вот этой тренировкой, потом легкий завтрак, вот так, и обязательно я пью в течение дня где-то 1,5-2 литра воды. Вот это, у меня это я уже привык к этому делу. Поэтому я чувствую, что вот это нормальное у меня питание, в основном зелень много, и мясо тоже, особенно, ну, все, оленину я люблю, поэтому я от мяса не отказываюсь, но все в меру. Вот, поэтому я чувствую, что это правильный у меня правильный режим. Вечером я в 11 уже ложусь, поэтому у меня все время вот это такое. Но это как-то не волей, вот как будто себя заставляю. А сейчас у меня, я говорю, То есть это у меня, сформированная привычка да, уже. образ жизни. Ага. Ну вот про образ жизни, и, в принципе, да, в начале нашей беседы я упомянул, что такая одна из уникальных вещей, да, которые вы делаете, это отжимание на пальцах. Хотелось бы подробнее об этом узнать, как к этому пришли, потому что я вот слабо себе представляю, как можно отжиматься на пальцах. Ладно, если там еще как-то все 5 пальцев поставить. Но вот как дойти до того, чтобы стоять на одном или хотя бы на двух, может быть, даже можете нам продемонстрировать сейчас, как это выглядит. А я попробую даже, может быть, рядом повторить, что из этого получится. Ну, это один из некоторых упражнений. У меня вот в течение часа где-то около 200, кажется, движений. И это действительно на пальцах я сначала все отжимался, вот так отжимал. В целом я день 100 раз отжимаюсь. Так. Ну, я могу показать, да? Ну, давай. А я попробую присоединиться, потому что, вдруг у меня тоже получится, и я на этом... Вот, ну, я так не буду, на пальцах. Да, сразу. Сначала на 5. А я вот рядышком тут вот так. Вот сколько раз? А я уже трудно стою. Вот, на 4. На 4. Ну, я как будто бы даже уже пытаться дальше не буду, потому что я на 5 не устоял. На 3. Потом На 2. Ну, этим восхищаться как бы вот. нужно просто. Надо было тебе попробовать тоже. Я уже на 5 потерялся. И делаешь шпагат. И шпагат. Вот. Ну, я думаю, чистейшее доказательство того, что все ограничения в нашей голове, и все зависит от того, как мы свой день спланируем. Руслан Николаевич, интересная беседа была, жаль, времени у нас не так много, я думаю, еще с вами нам удастся поговорить, может быть, в следующих наших выпусках. Вам хорошего дня, спасибо за эту беседу. Ну, а мы возвращаемся обратно в студию. Катя, тебе слово. Такой невероятно хороший пример показал Руслан Николаевич, настоящая сила духа. Мы желаем его дальше продолжать удивлять нас и, конечно, оставаться здоровым. Паша, мы ждем тебя в студии целым и невредимым. Эфир продолжаем. Модельеры продемонстрировали свои лучшие коллекции от элегантной классики до смелых экспериментов авангарда. В Нейрунгре прошел грандиозный гала-показ международного конкурса дизайнеров одежды. Вместе с нашими коллегами предлагаем вам окунуться в мир красоты. Мир моды и дизайна – это всегда ярко, красочно и вызывающе дерзко. В 11-й раз в Нейрунгре проходит конкурс дизайнеров одежды. В этот раз профессионалы и начинающие дизайнеры представили 25 уникальных коллекций. Ребята, которые участвуют в этом, подарили свои такие незабываемые эмоции. Они воплотили их
в каждом решении, в каждом бантике, да, в каждой новой форме. На подиуме оживали самые смелые концепции. Модели уверенно шагали по подиуму, демонстрируя не только одежду, но и настроение каждой работы. От дерзкого урбанизма до поэтичной романтики. Для жюри самым сложным было выбрать лучших. Мнения разделялись, да и коллекции каждая отличалась оригинальностью и качеством исполнения. Очень сложно спорили. У нас было несколько прямо одинаковых оценок. И поэтому было принято решение делать не одно там первое место, а их несколько первых мест, несколько вторых мест, потому что просто равные баллы. Ну, как поделить, когда они вот все идеальные? Гран-при конкурса единогласно присудили гостям из Амурской области, которые представили красочную коллекцию «Арлекино». Коллекцию мы шили где-то половину учебного года. То есть первую половину учебного года мы придумываем, а вторую половину учебного года мы воплощаем в жизнь коллекцию. Гала-показ не только выявил лидеров, но и стал площадкой для диалога и обмена опытом опытных и начинающих модельеров. У нас есть рекомендации, где принимать участие активно в каких профессиональных конкурсах. У нас очень квалифицированные эксперты, с которыми мы сотрудничаем, и, соответственно, наши звездочки рекомендуем двигаться дальше через них. Каждый год конкурс становится все масштабнее. Также с каждым разом растет и профессионализм участников. Также открываются новые имена и смелые эксперименты. Ирина Жданова, Иван Лазаренко, Андрей Гаянов, Нерюнгри. А красота бывает разная. Она живет в творчестве, в национальных узорах и, конечно, в улыбках зрителей. Когда красота и доброжелательность идут рука об руку, рождается настоящий праздник. Такой, как прошедший недавно в Уснере конкурс красоты и таланта «Мисс Полюс Холода». О нем подробнее расскажут наши коллеги. Ставший уже традиционным конкурс красоты «Мисс Полюс Холода» прошел в Уснере. В конкурсе приняли участие 8 девушек из разных поселений района. Организаторы выстроили программу вокруг 5 выходов участниц. Первый выход в зимнем стилизованном костюме прошел на площадке Ледового парка. Конкурс продолжился в вечерней программе Дома культуры «Металлург». Девушки дефилировали в национальных костюмах и этнических стилизованных купальниках, демонстрировали свои таланты. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Работало совершенно независимое жюри из числа гостей фестиваля. Конечно, жюри было очень сложно, потому что девочки все были прекрасно подготовлены, костюмы, полностью продуманы были образы, видеоролики, презентации. Но девочки подготовили все очень славно на самом деле, поэтому жюри было очень достаточно сложно жюрить. Но особых споров и так далее не было, потому что в основном, как почитали очки, в общем, все вышло по баллам. И вот, наконец, жюри объявляет номинации: «Мисс Грация», «Мисс Туризм», «Мисс Зрительских симпатий». Вице-мисс Полюс Холода – девушка с красивым именем Июлина, за которую болели не только жители села Тамтор. Корона «Мисс Полюс Холода» вручается Ксении Очкасовой из Уснеры. Ксении 22 года. В свое время золотая медалистка. Образование высшее, юрист. Но любовь к искусству танца одержала верх. Теперь Ксения заочно учится в Воронежском пединституте на хореографа и с большим удовольствием работает в Доме культуры балетмейстером Народной цирковой студии. Я готовилась вместе со своими коллегами Дома культуры «Металлург». Они оказали очень большую помощь в составлении костюмов, продумывании образов. И, конечно, я выражаю им за это огромную благодарность. Это командная большая работа, это большой результат дружной, сплоченной команды. И одна, конечно, я бы таких результатов не добилась, если бы за моими плечами не было тех людей, которые мне помогали. Интересным был сам опыт участия в таком конкурсе. Я участвую в нем
нем первый раз. Очень интересно было пообщаться с другими девочками, посмотреть на культуру других районов, если можно так сказать, на то, как они себя представляют, на то, какие у них творческие номера. Мне все это было очень интересно было с ними пообщаться. И я рада, что произошел такой, хоть и маленький, но обмен, общение. Оглядываясь на этот калейдоскоп национальных костюмов и талантов, понимаешь, когда девушки с таким задором и искренностью дарят свою красоту миру, этот мир определенно становится добрее. И сегодня красота, которая, как известно, спасет мир, подарила всем нам еще и отличное настроение. Сегодня мы много говорим про здоровье, это полезные завтраки, активное долголетие, примеры для подражания. И совсем не случайно, потому что сегодня, 7 апреля, отмечается Всемирный день здоровья. Дату учредила Всемирная организация здравоохранения еще в 1950 году, чтобы напомнить, здоровье – это не подарок судьбы, а результат наших ежедневных привычек и выбора. И повод задуматься об этом есть не только у тех, кто уже перешагнул пенсионный рубеж, но и у каждого из нас. Совсем скоро мы узнаем, какие акции пройдут в республике в честь этого дня, а пока узнаем о других памятных датах сегодняшнего дня. На календаре 7 апреля. Сегодня Всемирный день здоровья. По народному календарю Благовещение, бабий праздник. На Благовещение всегда ослабляли пост, даже если оно выпадало на Страстную пятницу. Специально для этого дня готовили кулебяку, особый пирог с рыбой или капустой, и праздновали третью встречу весны. Это день в истории. 1795. Во Франции принят закон о введении метрической системы мер. 1805. Состоялась премьера Третьей симфонии Людвига ван Бетховена. 1826. В Мюнхене заложено здание Пинакотеки. 1827. В этот день проданы первые спички, какими мы их сегодня знаем. 1934. День образования государственных органов рыбоохраны России. В этот день родились Александр Тургенев, русский историк, политический деятель, Аллен Даллес, американский государственный деятель, первый директор ЦРУ, Ив Роше, французский предприниматель, создатель компании Ив Роше, Марк Руденштейн, советский российский продюсер, кинокритик, актер, Валентина Матвиенко, советский российский государственный деятель, политик и дипломат, Джеки Чан, китайский американский актер, каскадер, кинорежиссер, продюсер и сценарист. Именины сегодня отмечает Тихон. Апрель – это время, когда снег у нас еще не растаял, а организм после долгой зимы особенно просит солнца и поддержки. Именно сейчас стартовала всероссийская декада, приуроченная ко Всемирному дню здоровья. По всей стране и в наших поликлиниках, школах и общественных пространствах также проходят дни открытых дверей, лекции, зарядки и акции. Сегодня поговорим о том, как сохранить бодрость, какие мероприятия уже идут и почему наука – главный помощник в вопросах здоровья. В студии у нас Варвара Попова, врач-методист отдела коммуникационных и общественных проектов. Доброе утро. Доброе утро. Ну, какая главная тема Всемирного дня здоровья в этом году? Да, 7 апреля ежегодно по всему миру у нас отмечается Всемирный день здоровья. В этом году девиз звучит как «Здоровье вместе к здоровью, вместе с наукой». То есть это очень важно, потому что наука – это та часть, которая, значит, имеет именно доказательная медицина. И благодаря науке возможно доверять тем проверенным научным фактам, а не тем советам, которые у нас обычно люди черпают из интернета. Всемирная организация здравоохранения, она призывает, чтобы мы все объединились, чтобы... Потому что будущее нашего здоровья – это научные открытия. То есть те проверенные решения, они, значит, все это работает, и работает только тогда, когда мы выбираем именно науку. Именно это и стало ключевой такой идеей. Да, да, это самое главное. Ага, какие акции, да, вот мы сказали, да, много чего должно пройти, да, от Минздрава запланировано вот в декаду здоровья в этом году?
Да, с 1 по 10 апреля в нашей республике будет проводиться декада, которая посвящена Всемирному дню здоровья. Основная цель – это значит, пропаганда здорового образа жизни и формирование здоровья сберегающего поведения населения. То есть наше здоровье – наша ответственность. Вот такая вот у нас лозунг сегодняшнего дня, да, нашей современности. И в планах Министерства здравоохранения нашей республики будут проводиться масштабные мероприятия. С 8 по 10 апреля у нас планируется проведение специализированной межрегиональной медицинской выставки «Красота и здоровье». Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех наших горожан, наших гостей нашей столицы посетить эту выставку, в которой можно значит, пройти бесплатное медицинское обследование. Будут работать ведущие клиники, поликлиники нашей города. И, значит, есть возможность пройти консультацию узких специалистов, пройти и узнать статус своего здоровья, пройти обследование на 5 инфекций, такие как СПИД, ВИЧ, туберкулез, гепатит Б, гепатит С, а также узнать уровень сахара крови и холестерина. А также есть возможность пройти бесплатное флюорографическое обследование. Давайте напомним, это с 8 по 10 апреля, да? Да. Во всех И поликлиниках? Во всех поликлиниках. Для студентов, для молодежи у нас в Северо-Восточном федеральном университете пройдет фестиваль здоровья «Будь здоров», где наши молодые люди могут также обследовать свое здоровье и выявить фактор риска, который у них имеется, значит, на данном этапе. А также во всех поликлиниках нашей столицы, в улусах, в районах будут проводиться акции Дней неоткрытых дверей. Различные, значит, можно пройти профилактическое медицинское обследование, диспансеризацию бесплатно можно пройти. Для молодого поколения, для детей, для подростков у нас в школах будут проводиться интерактивные игры, конкурсы, викторины, также цикл бесед и, значит, лекции по профилактике вредных привычек, по формированию здорового образа жизни, по правильному питанию. И во всех поликлиниках практически у нас ведутся школы здоровья. Это по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, профилактике артериального давления, сахарного диабета, бронхиальной астмы и правильного питания, а также профилактики ожирения. То есть все рассчитано как на самых маленьких, так и на взрослое, да, достаточно почтенное поколение, да? Такой совет от вас хотелось бы услышать, каких простых правил придерживаться, да, достаточно, чтобы поддерживать свое здоровье? По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека зависит от многих компонентов. Да? 10% у нас зависит от тех медицинских технологий, то есть от медицинской помощи, от нас, медиков. 20% это чисто экология. Но самое большее, практически 55% зависит только от человека, то есть от того образа жизни, который он ведет. Но в первую очередь это, конечно же, движение, потому что без активного движения практически нет долголетия. Потому что гиподинамия является, значит, фактором риска таких заболеваний, как ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания. Поэтому, конечно, для молодежи советовала бы заниматься активно спортом, потому что у нас повсеместно практически, и даже в отдаленных улусах есть у нас спортивные залы, у нас есть тренажерные залы, фитнесы. Да? Для более пожилого, значит, людей я могла бы посоветовать заниматься хотя бы ходьбой. Элементарная ходьба от 5000 до 10 тысяч шагов в день. Плюс, может быть, можно заменить даже ходьбой по лестнице. То есть, не пользуясь лифтом, можно подниматься на 3-й, 4-й, 5-й этаж свободно. Да? Это дает нагрузку, это пробуждает организм, дает активность, бодрость практически на весь день. Ну и второе, главное, самый основной компонент – это правильное сбалансированное питание. То есть
больше, значит, я бы советовала, чтобы здоровые тарелки питания, которые у нас существуют, да, большая половина, то есть практически до 500 грамм должно занимать это свежие овощи и фрукты. И, конечно же, предпочтение – это белковые, растительного происхождения, да, больше белое мясо, мясо индейки, курицы. И на третьем месте это сложные углеводы, потому что мы привыкли, очень любим сладости, а это быстрые углеводы, которые дают мгновенный какой-то эффект, и буквально на полчаса дальше требуется следующая доза, поэтому медленные углеводы – это крупы, это гречка, это различные каши, это черный хлеб, это хлеб с различными добавками большую роль играет. И, конечно же, это борьба со стрессом, это достаточный хороший сон, качественный, 7-8 часов в день. И самое основное – не бояться врачей. Надо обязательно проходить ежегодно профилактическое медицинское обследование и диспансеризацию. Обязательно. Да. Вроде такие простые правила, да, и все действительно зависит от нас. Да. Вам огромное спасибо за участие в нашем эфире. Напомню, у нас в студии была врач-методист отдела коммуникационных и общественных проектов Варвара Попова. Огромное вам спасибо. Ну и с Днем здоровья. Да, я вас также поздравляю и призываю, значит, всех жителей нашей любимой, да, и нашей любимой столицы, нашей республики, всех гостей призываю, значит, подойти с 8 по 10 апреля в РК Кружала, поликлиники, да, и посетите, значит, выставку «Красота и здоровье». Спасибо, хорошего вам дня. Да. Ну, о физическом здоровье сегодня говорили достаточно. Завтраки, спорт, режим, активное долголетие. Но есть еще одна сфера, без которой невозможно назвать человека по-настоящему здоровым. Речь об интеллектуальном и духовном здоровье, о том, что питает наш мозг и душу, когда мы остаемся наедине с собой. А лучший тренажер для ума и самый доступный способ путешествовать во времени и пространстве – это, конечно же, книги. Далее наша рубрика. Доброе утро. Мои любимые писатели Эрих Мария Ремарк и Федор Достоевский. Почему именно они? Потому что с детства я почему-то не особо была предрасположена к чтению фантастики или детективов. Мне всегда больше нравились реальные истории и реальная жизнь. То, как Достоевский, например, описывал Петербург, оно, видимо, в детстве еще запало мне в душу. И, может быть, даже отчасти поэтому я выбрала профессию архитектора, потому что то, как, например, у Ремарка воспринималась атмосфера Парижа или Лиссабона, или Санкт-Петербург, иногда очень мрачный, иногда роскошный в романах Достоевского, это то, что передает атмосферу самого художественного произведения. То есть, и вот сегодня, сравнивая свои детские впечатления с тем, что я вижу, это, конечно, абсолютно ожившая картина тех художественных произведений, которые когда-то западали через именно литературу в душу. Среда, которая нас окружает, а именно город, это как раз то, что вдохновляло меня в литературе. И сегодня, занимаясь в своей профессии, хотелось бы сказать о том, что это очень связанные вещи. Как литература влияет на нашу жизнь, как город может быть, наоборот, встроен в жизнь библиотек. В этом году в Якутске пройдет международный фестиваль «Книжный ветер», и я возглавляю трек «Архитектура». Мы как раз будем говорить о взаимодействии города и библиотек. То есть библиотека как пространство, в котором находятся люди и читают литературу, она интегрируется в городскую ткань. И, например, вот наша библиотека Неустроева находится на берегу реки Лены, наблюдая за окном, как течет река, как меняется погода, и восприятие литературы наверняка идет по-другому. Общественные пространства, парки, городские скверы, бульвары — это как раз те места, где человек хочет вслушаться в себя и хочет взять книгу в руки, посидеть на лавочке, помечтать о чем-то. Встретимся на «Книжном ветре». Ну что, ни один Павел Танин не пострадал сегодня. Сделаем вид, как будто я здесь все 40 минут уже был.
Ну, как впечатление от нашего гостя? Ну, в целом очень мотивирует и очень вдохновляет. И, как бы появляется такое желание вот равняться на такие примеры, потому что, ну, просто вот рядом с тобой человек. Ну, просто мы объективно, да, рассудим, что ты понимаешь, что как бы человек вроде старше тебя намного. И ты как будто бы физически должен, наоборот, более выносливый и приспособленнее быть. И вот он вот так вот на 2 пальцах отжимается, а ты на 5 попытался встать, у тебя руки вот так провалились, ты не можешь делать. Поэтому мотивирует становиться лучше. Мотивирует. А вообще важно в жизни всегда находить вещи, которые мотивируют нас становиться лучше, чем мы есть. А у каждого из нас в кармане лежит устройство, которое умеет почти все. Работа, общение, развлечения, покупки, в том числе и книги. Можно Ну, читать. Вот, говоря про книжную полку. Да, удобно, но есть и обратная сторона у всего этого. Зависимость от гаджетов. Это, кстати, термин, который еще 10 лет назад звучал как шутка, а сегодня это официальная проблема, признанная психологами по всему миру. Вот сколько времени мы реально проводим в телефоне. И когда пора бить тревогу? Наши коллеги вышли на улицы Мирного, чтобы спросить у прохожих, чувствуют ли они себя, так сказать, рабами своих смартфонов, или, в принципе, смартфон для них все равно остается просто полезным инструментом. Давайте узнаем. А как вы считаете, зависимы ли вы вообще от телефона, от смартфона? Я нет. Дети смотрю, да. Ну, есть такое, да. В данный момент дети, да, даже взрослые, а я нет. Я нет. Телевизор зависимый. Возможно, мы все немножко от него зависимы, потому что у нас и работа, и общение, все в телефоне. Поэтому, наверное, все-таки некая уже привычка у нас у всех есть. Обязательно. Это жизнь уже. Без этого телефона никак. Вся жизнь на телефоне у нас. У нас же, понимаете, вся структура государственная, она уже заточена на то, что мы живем вот именно в этом цифровом пространстве. У нас и рубль будет цифровой. Поэтому если с кнопочным телефоном, то есть вообще, наверное, населенные пункты, где и офисов банков уже нету. Ну, сами понимаете, то есть, ну, это вообще, ну, это нереально. Наши уличные дебаты о цифровой зависимости подошли к концу. И судя по ностальгии, по простым кнопкам и живому общению, нас ждет новый тренд. Это пейджеры. Надеюсь, вы еще помните, как задавать команды оператору. Денис Спиридонов, Роман Ларин, медиакомпания «Алмазный край». Про пейджеры сказали, у меня взрыв. Да, резко такое. Воспоминание разблокировано. Так, что-то здесь не то, да? Да. Ну, вообще, да, действительно, нужно как-то... Сейчас такое время, я думаю, уже мы как-то отходим от телефонов. Ну, тут все зависит от того, что... Зависеть от гаджета тоже можно по-разному. Кто-то зависит реально от мессенджеров, от общения, от социальных сетей, мобильные игры, да, то есть там даже в зависимости телефонной можно найти свою стезю, что называется, но как бы это не совет, это скорее предостережение, что все-таки это инструмент в первую очередь, даже если вы его используете для развлечений, это инструмент развлечения, это не есть какой-то центр вашей жизни, это не есть центр вселенной, просто полезный инструмент. Вот. А при помощи этого инструмента можно всегда с нами оставаться на связи, скажем вот так. для чего, да, как раз-таки полезные иногда социальные сети, такие как Telegram и Max, в которых «Утро Якутии» всегда есть. И вы можете быть с ним тоже всегда. Только вот отсканируйте QR-код, который на экране видите, вот где-то вот здесь. И будет вам счастье. Да. Ну, а далее мы передаем слово нашим коллегам из службы новостей. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Росгидромет прогнозирует сложное половодье в этом году из-за раннего вскрытия рек на 10-15 дней раньше нормы и высокого риска образования заторов. Уровни воды выше нормы ожидаются в большинстве федеральных округов, включая Сибирь и Дальний Восток. Для мониторинга ситуации ведомство использует нейросеть, спутниковую группировку и систему ГИС-гидрология. Также прогнозируется ранний и затяжной пожароопасный сезон, который продлится до октября. В Якутии для профилактики лесных пожаров продолжит эксперимент по искусственному вызыванию осадков. Что касается паводка в Якутии, вскрытие рек ожидается на 3-5 суток раньше нормы.
В Якутске из Устьянского района по втозимнику доставили 22 тонны металлолома, собранного в селе Сайлык по акции «Чистая Арктика». Груз направлен на переработку и переплавку. Всего с 2021 года в рамках этого проекта в арктических улусах Якутии было собрано 2000 тонн металлолома и очищено более 48 гектаров территории. Проект реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» по инициативе президента России Владимира Путина. В рамках юбилейной даты 120 лет Саха академическому театру имени Аюнского стартовал совместный проект театра и краеведческой библиотеки филиала номер 1 имени Белинского «Книга театра «Артист». Его цель – рассказать жителям и постоянным читателям о создании известных якутских спектаклей, их авторах и артистах, участвовавших в их постановке. На первой встрече участникам было предложено знакомиться с творчеством Семена Николаевича Курилова из уст участников его спектакля. Среди них известных и заслуженные артисты России и Республики Анатолий Николаев, Степанида Борисова, Дамна Уйгурова, Кирилл Семенов и Герасим Васильев. Этот спектакль начинал звездный полет нашего Саха-театра. И мы начинаем рассказ с 1980 года, когда был поставлен спектакль. И впервые в 1985 году Саха-театр гастролировал 6 спектаклем в Москве. Это был такой прорыв, и с тех пор вот наш театр, самый северный, был известен по всей России. К премьере готовится спектакль «Лики Олонхо 2.0». Постановка основана на якутском эпосе и рассказывает о женщинах-воительницах, которые сражаются за гармонию Вселенной. Зрителей ждет современная мультимедийная постановка с пением тоюк, музыкой и уникальными авторами, футажами на экране, которые оживляют сцену. Спектакль сочетает героизм, юмор и неожиданные сюжетные повороты, создавая эффект полного погружения в мир Олонхо. На стадионе это одно, а балет Спектакль у нас поставлен по мотивам эпоса, и это своеобразная, так скажем, лаборатория для театра Олонхо. Мы здесь проверяем какие-то моменты, потому что я сама являюсь еще режиссером театра Олонхо, и понимая, что нам необходимо для нашего спектакля, для нашего развития и поиска каких-то режиссерских приемов, может, педагогических приемов, мы обязательно ставим спектакль по Олонхо. Школьники Мирного соревновались в обработке ран на зорнице. 100 старшеклассников и студентов показали мастерство перевязки при открытом переломе. В Мирном прошла военно-патриотическая игра «Зорница 2.0». Все школы города, региональный технический колледж Мирного и Светлого и кадетская школа Чернышевска 3 дня состязались в скорости сборки автомата, оказания первой помощи и управления дроном. Участвуют не по принуждению, а по зову сердца. Игра прошла и в удачном. Всего силы и навыки в зорнице испытали 200 ребят из Мирнинского района. С детства во мне воспитывали патриотизм и любовь к родине. Я с 6 по 8 класс обучался в кадетской школе-интернате имени Геннадия Николаевича Трошева, и там мне привили любовь к родине. В России в этом году планируют утвердить ГОСТ на подарочные наборы для новорожденных. По словам главы Роскачества Максима Протасова, стандарт определит точный перечень вещей и продуктов в коробке новорожденного, которую вручают при выписке из роддома. Инициатива призвана обобщить лучшие региональные практики и создать единые рекомендации для всех субъектов России. К этому часу это все актуальные новости этого утра. До встречи в эфире. Ну а мы продолжаем разговор о здоровье. Сегодня о нем много говорим. Почему бы и нет, потому что это важно. А 8 апреля в Якутске откроется межрегиональная специализированная выставка, где собрано все, что помогает человеку оставаться бодрым, ухоженным
и активным. Медицинские технологии, косметология, здоровое питание на одной площадке. Что интересного можно увидеть, где получить дельные советы, как не запутаться в обилии предложений. Спросим у организаторов студии Евгения Сисина. Евгения, доброе утро. Доброе утро, Павел. Доброе утро, Екатерина, уважаемые телезрители. Я приветствую в этот солнечный день. Да, перед тем, как немножко рассказать о выставке, такую интригу выдержу, да. Сейчас очень активное солнце, такие замечательные праздники, и мы с вами все просыпаемся от весны. И, конечно же, начинаем активно двигаться, да. И вы знаете, вот наша выставка, она именно о том, что я вот чисто спросить, про здоровье нужно вспоминать все время, постоянно. Но почему-то именно, когда начинается вот такой сезон цветения и активной жизни, да, мы начинаем раздеваться, снимать одежду, и вот тогда мы начинаем вспоминать про свое здоровье. И вот эти наши сигнальчики, которые были, да, в какой-то момент, мы обычно не вспоминаем, когда у нас все хорошо, потому что здоровый человек, он какой? Он и красивый, он и бодрый, и у него прекрасное настроение. И всегда приглашаю на выставку для того, чтобы люди просто спросили, узнали. Но если уже какой-то конкретный, да, вопрос, нужно будет обращаться к специалисту. И программа нашей выставки, она интересна тем, что она разделяется у нас на ярмарку здоровья, где можно будет пройти бесплатные консультации, задать интересующие вопросы, но и также она будет интересна всем тем, кто интересуется различными товарами или, возможно, какими-то продуктами питания для здорового образа жизни. То есть не только мы говорим про медицинских специалистов, но и в целом достаточно комплексная история касательно ухода за собой в самом широком смысле понимания. И более того, у нас даже будут представлены туристические компании, которые как раз-таки и рассказывают о туризме. И будет большая фотозона, где можно погрузиться ненадолго в Корею, в Южную Корею, и сделать фотографии бесплатно. Телепорт. Телепорт, да. Да. Ну вот какие-то медицинские приборы, аппараты будут, да, на выставке. И будет ли возможность у жителей, гостей столицы что-то проверить на себе? Обязательно это будет. Как я уже говорила ранее, что я не буду сейчас всю программу подробно рассказывать, иначе нам передачи не хватит. В программу выставка — это живой организм. И когда вы подойдете, на каждом стенде будет очень много всего интересного. И будут обследования, и можно будет протестировать на себе различные аппараты, массажеры там, и так далее. Поэтому я приглашаю вас тоже посетить это мероприятие. А касательно консультации со специалистами, то есть все ли, ну, хотя бы связанные, да, там, с активной жизнью, да, с красотой и, в принципе, поддержанием здоровья, все ли специалисты будут на выставке? Конечно, на площадку мы всех специалистов не можем собрать, но у нас участвуют более 10 лечебных учреждений, в том числе будут представлены и реабилитационные технологии. Можно будет пройти и тестирование, экспресс-анализы, тесты пройти и так далее. Мы знаем, что также будут и лекции, и мастер-классы, да, можно не рассказывать о всех, но примерно вот что, по каким направлениям. У нас активно в этом году выставка отличается тем, что будет представлено питание. Интересное питание и национальные продукты. Мы как раз пригласили те предприятия и компании, которые производят именно для диетического питания. Говоря про, опять же, лекции, мастер-классы, на них как-то отдельно нужно записаться или просто вот пришел на выставку, ходишь, занесло тебя, тут послушал, там послушал. Вот вы абсолютно, Павел, правы в том, что перед тем, как пойти на выставку, конечно, нужно, во-первых, взять с собой все документы, это паспорт, полис и СНИЛС, и в режиме живой очереди можно будет пройти эти консультации. А мастер-классы вот и лекции тоже? Мастер-классы тоже свободное посещение, да, мы никого не заставляем, все в добровольном да, хватит ли на всех места, потому что вдруг будет очень интересная лекция, и все захотят туда. А можно ли взять с собой ребенка, и будет ли что-то интересного для детей? Вообще очень интересная площадка тем, что даже можно с коляской туда прийти и прогуляться, потому что павильон позволяет и с колясочкой прийти, и такие у нас бывают посетители. Но для совсем маленьких у нас, конечно, нет, но для детей постарше от 6 лет будут представлены VR-очки, где можно будет сделать виртуальное погружение, о своем организме узнать о вредных привычках, которые нельзя, естественно. И дети могут еще увидеть по гигиене полости рта
предметы и даже макеты зубов, и узнать о том, как правильно проводить чистку и остальную гигиену. Ну, на самом деле, один из таких проблемных моментов, наверное, у детей — это заставить их чистить зубы. Но это, наверное, целая передача, потому что дети, они всегда делают все играючи. Да. И если их заинтересовать и делать какие-то щетки, какие-то подход. пенки, да, они с удовольствием. Вы потом даже скажете, зачем я это показал. Почему мне так никто не делает, да? Вот. А насколько мы знаем, 3 дня будет выставка идти. А можно ли, ну, вообще, в принципе, реально ли за 3 дня все стенды посетить? Реально посетить. Более того, пройти исследования и узнать много. Можно даже вернуться в первый день. Сходил второй день, закрепил. И вы знаете, вот то, что я сейчас в начале передачи говорила, да, сюжета, о том, что просто приходить и прогуляться, потому что тебе, казалось бы, это и не надо. Но ты, когда слышишь, когда вопрос задает человек, ты о нем даже сейчас не думал, но он у тебя был где-то в подсознании. И ты, вот оно как оказывается. И поэтому она полезна абсолютно для всех. И, во-вторых, мы предлагаем и приглашаем всех к движению. Не сидите дома, выходите из-за планшетов, из-за рабочих столов. В обед прибегите. С часу до 2 выставка работает без обеда. Пожалуйста, все для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо, бодро и здорово. Ну, нам, наверное, остается только подытожить немножко, причем подытожить, наверное, в контексте всей передачи, потому что сегодня мы очень много говорили про здоровье, про активную жизнь, про здоровый образ жизни. И вот, пожалуйста, вам замечательный пример. Если вы не знаете, с чего начать, приходите на выставку. Да, начать завтрашний день, да, правильно и продуктивно. Вас там направят как минимум. Евгения, спасибо вам большое. Успехов в выставке, успехов вам, хорошего дня. Ну, а вам, дорогие зрители, нам остается только пожелать, конечно же, чтобы день прошел активно, чтобы, если вы когда-то помышляли о том, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону, исправить себя, там, стать активнее, здоровее и так далее, никогда не поздно, все зависит только от вас. Пусть сил на это у вас будет. Да, и очень надеемся, что наши гости, эксперты сегодня вдохновили вас на сотворение и силу духа. До завтра. Увидимся завтра.